Актаныш является одним из старинных населенных пунктов Восточного Татарстана. Первые упоминания относятся к началу XVIII столетия. Согласно данным первой царской ревизии 1722 года, деревня Актаныш при речке Актаныш насчитывалось 12 дворов, где проживало 30 ясашных татар мужского пола. Конечно, на самом деле население было больше, ведь эти края являлись традиционным местом кочевий татар-нагайцев. Именно поэтому с западных районов сюда переселялись и другие татары. Еще через 2 десятилетия, во время второй ревизии 1743 года, в Актаныше было зафиксировано 54 жителя мужского пола, также состоявших в сословии ясашных татар. Село Актаныш имеет интересную историческую судьбу. Из скромной татарской деревни XIX века уже к началу следующего XX вырос целый административный центр. Хотя и в XVIII столетии, и в начале XX века здесь был только один мусульманский приход. Актанышская соборная мечеть перестраивалась несколько раз, а имамами в это время служили Динмухамед Нурмухамедов, Мухаммед Садык Гадыльшин, Хафизиддин Габитов и другие муллы. В начале XX века при мечети работали мужской медресе и женский мектеб. Актанышское мужское медресе размещалось в просторном помещении, состояло из 2 корпусов. В медресе в это время обучалось 100 учеников, а в мектебе 40 учениц. Для дореволюционного времени это было прогрессивным явлением – обучение девочек в специальной женской школе. Все эти передовые явления в небольшой татарской деревне были связаны с личностью Хафизиддина Хазрата Габитова. Он был муллой нового поколения и старался не отставать от последних веяний своей эпохи джадидизма. В Актанышском медресе и мектебе учились по новому методу – эссул-джадид. Поэтому это учебное заведение пользовалось популярностью во всей округе. Фактором развития для многих населенных пунктов является торговля. Не стало исключением и Актаныш XIX века, а где татары, там всегда найдется место и предпринимательству. Еще со второй половины XIX века в Актаныше проходила осенняя ярмарка, что, безусловно, оказывало положительное влияние на развитие татарской деревни. Были и постоянные торговые лавки, пекарни. В начале XX столетия в Актаныше занимались торговлей Миндзян Абдулмазитов, Вакиль Рахматуллин, Шахигале Мухитов, Габдрафик Гадыльшин, Нургаян Гайнанов, Мадьян Абдулмазитов, Хабибулла Файзулин и другие предприниматели. Расположение у реки Агидель способствовало развитию хлебной торговли. Крупными хлеботорговцами из Актаныша были Миндзян Абдулмазитов, Шахигале Мухитов. В деревне у каждого из них было по 3-4 хлебных склада. Актанышта нендей саудагерлер бар деп айттыңыз сіз? Актанышта міне Дмитрий, ол бүтін страны бар енді, мәселен Дмитрийлер, Шоғали байлар, олар көбірек ашлық белән шөгыльләнгәннәр инде. Кешеләрдән бодай җыйганнар да, шуны Сарапулга илткәннәр баржа белән. Баржаны кешеләр тотып барган. Хлебная торговля деп әйтәләр. Конечно, помимо торговли, основным занятием жителей Актаныша оставалось земледелие и скотоводство. Развивались и мелкие промыслы. Местное население всегда отличалось трудолюбием и целеустремленностью. Накануне революции 1917 года в Актаныше имелась почтовая станция, телеграфное отделение. В это время здесь проживало более 1000 жителей. Конечно, это был тогда не самый крупный населенный пункт. По численности уступал многим соседним селениям. Но в 1930 году именно скромный, но очень крепкий Актаныш на реке Белой стал районным центром. И это уже совсем другая история. Актаныш районы һәр вакыт мәңгелек кыйммәтләр, ватанга, гаиләгә мәхәббәт, ата-бабаларны һәм гырыф гадәтләрне олылау, буыннар дәвамчанлыгы, яхшыга омтылыш тәрбияләүче төбәк.
Актаныш районы үзәгенең төзеклеге, чисталыгы бик күпләр өчен матур өлге. Биредә үз җирен данлаучы, хезмәт сөючән халык яши. Актаныш районында яшәүче булу ул тарих үткән сукмак булып, якты киләчәккә юл алу.